Доброго времени суток, граждане Туркменистана, друзья, товарищи. Э, Цель записи этого видео донести до всех именно о том, что происходит в Туркменистане. Хотя и без меня уже много сказано, много снято видео, много есть высказываний по поводу правления Харамдара, президента Туркменистана. Но что хочу сказать. За более чем 13 лет, руководствуясь, управляя страной Туркменистаном, президент и правительство продемонстрировали свою полную несостоятельность, приведя богатую ресурсами страну к экономическому кризису и гуманитарной катастрофе. Так как наша страна, именно Туркменистан, богата нефтерождениями, имеется у нас своя и нефть, и газ, все это продается, но куда уходят деньги? Народ Туркменистана голодает абсолютно. Нет ни работы, нет ни денег, повышают цены на продукты питания, но как должны люди покупать эти продукты, если нет денег? Нет работы абсолютно. Почему с Туркменистана убегают люди? Потому что нет свободы слова. Если что-то вдруг кто-то сказал по поводу неправильного со стороны правительства Туркменистана, сотрудников МВД, так далее и тому подобное, по поводу любой структуры, то этот человек либо исчезает, его никто не знает о его местонахождении, либо его сажают в тюрьму, не имеет значения за что. А был бы человек, найдет за что посадить, как говорится. Это практикуется в Туркменистане. Об этом многие знают. Но жители Туркменистана молчат, потому что они находятся на территории Туркменистана, и для них это очень опасно. Теперь, нету свободного общения с родными, с друзьями в Туркменистане, потому что нет интернета. Абсолютно. Любой сайт, на который заходит с территории Туркменистана, контролируется органами. Не могут люди высказать все, что думают, все, что хотят сказать. Это опасно. Боятся за себя, боятся за своих родных, боятся за свою семью. Я это все понимаю. Но мы, люди, находящиеся за территорией Туркменистана, мы можем это сказать. Да, может быть, какие-то проблемы будут там с родными, с близкими. Но прежде чем записать это видео, я посоветовался со всеми своими, которые меня поддержали и говорили, что это правильно и это нужно делать. Молчать, мы молчали уже достаточно много. Дальше молчать невозможно. По поводу коронавируса, COVID-19. Туркменистан не признает, что он есть на территории Туркменистана. Хотя люди умирают там, люди болеют. Элементарно нет никакого медицинского оборудования, чтобы можно было спасти жизни. У кого есть деньги, те, да, лечатся, вылетают за границу, так далее и тому подобное. А что делать простым пенсионерам, которые на пенсию не могут даже месяц прожить? Пенсии не хватает на элементарные продукты на месяц. Человек, вышедший на пенсию, он не выживет. А какие лекарства можно купить на эту пенсию? Никакие. Поэтому люди из безвыходности, они просто лежат и умирают. Медленная смерть. Я хочу призвать всех, кто это видео смотрит, кто это видео видит, кто слышит мой голос. Давайте все соберемся. Давайте решим эту проблему. Хватит уже. Сколько лет мы терпим то, что нами погоняют. То, что происходит на территории Туркменистана, ни в какие рамки не входит. Это полный беспредел со стороны правительства, со стороны президента, со стороны структур МВД, КНБ и так далее и тому подобное. Почему это все происходит? Да, во многом виноват народ, но виноват в чем? В том, что молчали. А молчали почему? Потому что боятся за свою жизнь. Обращаться к президенту Туркменистана Харамдару бесполезно. Он не слышит голос народа, он не слышит ни слез матерей, которые потеряли своих детей, ни слез детей, которые потеряли своих родителей. Он этого ничего не слышит. Люди бегут с Туркменистана, чтобы выжить. Работают за границей, далеко от своих детей, от своих матерей, от своих стариков, чтобы отправить деньги своим родным, чтобы они выжили. Иначе семьи просто будут
с голодухи помирать. Это все знают. Мы тоже находимся за границей не из-за того, что хорошо жили в Туркменистане. Каждый из нас хочет вернуться на родину. Но вернуться для чего? Вернуться в страну, где ты не сможешь прокормить свою семью, ты не сможешь прокормить себя, ты не сможешь прокормить, помочь. Там делать нечего. Пока есть вот эта вот именно структура, понимаете, когда люди боятся, когда людей запугали до такой степени, что они не могут сказать ничего против правительства, там жизни нормально не будет. Будет катиться все ниже. А куда еще ниже? Элементарное взять хлеб. Проблема с хлебом. Проблема элементарная. Люди, я знаю много людей, у которых нет денег элементарно даже на хлеб. О чем еще можно говорить? Голод. Недавно было видео, где молодая женщина сидит на дороге. От чего она там сидит? От безвыходности. И это все прекрасно знает и президент, и его заместители, и так далее, и тому подобное. Но ничего не делается. После страшного урагана, после трагедии, произошедшей в Чаржоу, кто чем помог? Никто. Люди своими силами восстанавливали, как могли. У кого есть, хорошо, смогли что-то сделать. А у кого нету, так и остались без ничего. Сколько это будет продолжаться? Сколько это люди будут терпеть? Все в наших руках. Мы должны это все изменить. Мы должны это все поправить. Чтобы наш народ жил спокойно. Чтобы наш народ вернулся к себе на родину, работал у себя, жил у себя рядом с своими родными и близкими. А не где-то за границей. У нас намечаются митинги. Мы будем бороться, мы будем идти до конца. Мы будем добиваться того, чтобы изменилась жизнь в Туркменистане. Мы в любом случае этого добьемся, чего бы нам это ни стоило. Рано или поздно, но все равно президенту придется отвечать за все то, что он сделал. В любом случае. Пока не поздно, он еще может одуматься, уйти с поста, чтобы мы, народ Туркменистана, могли избрать своего президента, который будет именно заботиться о своем народе, а не который будет продавать газ, нефть за границу и все ложить себе в карман, пополнять свои банковские счета. Пока богатеет один, голодают другие. Об этом много говорилось, об этом и говорится также. Но посмотрим. У нас достаточно много людей, активистов ДВТ. Так что, я думаю, мы чего-то добьемся. Мы будем стараться, по крайней мере, сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться изменений. Именно изменений к лучшему. Все, что нужно будет сделать, все, что зависит от нас, мы сделаем. Но мы не дадим, чтобы наш народ пропадал, чтобы наш народ голодал, чтобы наш народ помирал. Это ни в какие ворота уже не лезет. Вы понимаете, что довольно много больных коронавирусом на территории Туркменистана. И большая часть не может лечиться, не может себе позволить такое лечение. Потому что не хватает лекарств. Когда есть лекарства, не хватает денег на эти лекарства. И мы будем стараться делать все, что в наших силах, чтобы этого не случилось. Мы будем стараться изменить все к лучшему. Спасибо большое за внимание. Еще будет продолжение этого видео.